В Общероссийском народном фронте Башкортостана считают, что пока рано говорить о повышении тарифов за вывоз мусора. 70% суммы тарифа приходится на транспортную составляющую, которой у ОНФ есть вопросы. Обсудим детально вместе с нашим гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами Мурат Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан. Мурат, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Итак, какие у вас есть вопросы и почему вы не согласны с тем, что нужно повышать тарифы на вывоз ТКО? На самом деле у нас всегда были вопросы и к тарифам, и как раз-таки транспортная составляющая – это основная сумма денежного потока, которая, на наш взгляд, не совсем прозрачна, и потому что сама суть реформы, когда она начиналась, чтобы сделать этот мусорный бизнес чистым, прозрачным и понятным. И жители должны понимать, куда их отходы попадают и за что они, в принципе, должны платить. Поэтому мы еще не получили ответы на эти вопросы, а региональные операторы уже заговорили о повышении тарифов. Буквально в начале лета у нас было рабочее совещание в природоохранной прокуратуре, где четко был обозначен конкретный факт, что у одного из рекоператоров есть такая прокладка, где 20% от суммы просто остается и выводится в другой регион. Поэтому у нас сразу возникли вопросы, мы посмотрели рекоператоров других зон. В принципе, выявили, что в принципе у каждого рекоператора есть такая вот прокладочка, и транспортная составляющая, к сожалению, не поддается тарифному регулированию. И это такая вот мутная вода, в которой на сегодняшний день рекоператоры ловят свою рыбу. Как вы считаете, как должна выглядеть система прозрачная и что должны делать рекоператоры, чтобы у вас к ним не было вопросов? В первую очередь, конечно, мы должны видеть нашу терж-схему, да? Она должна иметь графическое изображение. То есть я, зайдя, допустим, в компьютер свой, да, в интернет, должен понимать, вот моя контейнерная площадка, мой мусор отсюда попадет на сортировочную станцию, сортировочные станции, хвосты пойдут на захоронение там, на определенный полигон. Сейчас мы этого не видим, к сожалению. Поэтому у нас и возникает вопрос. Житель должен знать, куда попадает его мусор и за что он должен платить, и эта вся схема должна быть прозрачной. К сожалению, вот эта транспортная составляющая, она нам не дает полного понимания, что там происходит. И есть факты, что территориальная схема, она просто не соблюдается. Где ближе, туда и везем. Но, в принципе, электронная модель должна была снять все эти вопросы, да, что выстроить на оптимальный логистический маршрут. И сейчас как раз у нас и есть такое, ведется разговоры, что чтобы привести к общему стандарту, вот, наши эксперты на федеральном уровне, эксперты ОНФ говорят о том, что нужно привести всю транспортную составляющую к какое-то единообразию, потому что сейчас что происходит, это, на наш взгляд, не совсем корректно, не совсем понятно, и как раз здесь-то и надо разбираться. Это здесь как раз-то и заложены те резервы, чтобы не повышать тариф, а изыскивать как раз внутри вот этой транспортной составляющей, то есть сделать модель экономическую таким образом, чтобы укладываться в эти 70 рублей. В принципе, уже год и 9 месяцев прошел с начала реформы. Ни один из рекоператоров не обанкротился. Никто не хочет добровольно уходить с рынка. Они как-то живут, пополняют свой транспортный парк. У них же есть деньги. В принципе, они и живут насчет этого. И плачется, что нужно повышать тариф. И повышать тарифы с 70 рублей до 96, это практически на 30%. Надо отметить, что в данный момент сейчас эти тарифы не обсуждаются. Вы говорите, что проблема, она характерна для всей страны. Да? Какие варианты решения обсуждаются? Что звучит? Если говорить о повышении тарифов, я понимаю, что да, у нас есть определенная инфляция ежегодно, да, на там, 5%. Еще как бы можно объяснить там, инфляционными какими-то ожиданиями. Но на 30% единовременно поднять тариф, я думаю, что это нецелесообразно, это просто вызовет общественный резонанс. Вы просто несколько раз повторили, что нецелесообразно, нецелесообразно, но все-таки варианты решения. Если мы говорим о повышении тарифа, то мы должны как раз и предусматривать ту мотивирующую часть, чтобы жители, которые собирают раздельно, могли платить меньше. Потому что у нас есть определенный процент населения, который готов сортировать, которые это делают. И никакой мотивации они не видят от рекоператора. Рекоператору это неинтересно просто. Система раздельного сбора мусора, что она даст? У нас были попытки внедрить этот раздельный сбор, потому что вот я буквально в начале года перед пандемией проходил повышение квалификации в Москве на площадке РАНХИКС. Как раз таки и приводились такие кейсы, где, в принципе, в рамках одного ТСЖ можно было сократить платежи до 50%, да? Потому что люди раздельно собирают, сдают в то же сырье, получают какую-то прибыль, перекрывают те платежи и платят по факту. Такие прецеденты есть. В России они есть. Мы пытались это сделать
в Стерлитамаке, да, и администрация города пошла навстречу. И нашли сразу ТСЖ, которые готовы были в этот эксперимент подключиться, и предприниматели, которые занимаются сбором вторсырья. Но со стороны рекоператора мы не увидели встречного движения, и до сих пор даже была принята дорожная карта по реализации вот этого эксперимента по раздельному сбору, в конечном итоге, которым должна была стать экономия порядка там, ну, половина платежа. Инфраструктура у нас есть для этого? Есть, но на площадке Стерлитамака там довольно-таки развита уже система сбора отходов, система сбора вторсырья. Там давно работают предприятия. В принципе, там на площадке Стерлитамака можно было это сделать. Да и на Уфе, в принципе, здесь довольно-таки развита и сеть приемных пунктов, и много предпринимателей, которые занимаются сбором, скупкой вторсырья. Поэтому здесь бизнес, в принципе, уже давно отлажен. Просто надо со стороны рекоператора, есть такое, на мой взгляд, сопротивление или игнорирование вот этих вот общественных позывов, да, когда Ну, то есть... мы хотим, да, хотим сортировать, хотим платить меньше и хотим платить по факту. Ради Фаридович об этом и говорил, что как мы можем приравнивать всех под одну планку, под 96% рублей из жителей села, к которому мусоровоз приезжает раз в месяц, и жителей города, пригорода, да, где раз в 3 дня или ежедневно вывоз мусора. Совсем же разные вещи. Ну, то есть, другими жители словами, вы говорите, что рекоператору невыгодно, чтобы жители платили меньше, правильно? Конечно, это же его денежный поток. Опять-таки, транспорт составляет 70%, он не хочет никуда ее терять. Но, тем не менее, он может заработать на этом... На вторсырье? Да. Но на сегодняшний день у них особого интереса нет, и то собранное вторсырье, к сожалению, мы не понимаем, да, они его не вычитают же. Я знаю только два мусоросортировочных комплекса, которые в тарифе на обработку учли доходы от сдачи вторсырья. Да? Сортировочный комплекс работает, соответственно, он извлекает оттуда вторичные ресурсы, продавая которые на сторону, он зарабатывает деньги. Соответственно, он эти доходы должен вычесть из тарифа на обработку. У нас только 2 комплекса пошли на это. Это Уфа и Стерлитамак. Все остальные все это кладут в карман. К сожалению, перекладываю в конечном итоге на потребителя. Мурат, давайте обсудим предложение и уже действующую систему от Минцифры Башкортостана. Геннадий Разумикин ее представил. То есть там в режиме онлайн контролируется вывоз мусора. В том числе это должно повлиять и на стоимость тарифа, то, что будут оплачивать жители Башкортостана. Оценивали ли вы эту платформу и что вы о ней можете сказать? Честно говоря, не оценивал. Я знаю, что на оперативных совещаниях ежедневно там это озвучивается, какой процент там контейнерных площадок зацифрован. К 100% мы так и не подошли, и, к сожалению, есть и пробелы в этом. Ну, хочу сказать, это мое личное мнение, что любую вот эту информационную систему можно обойти, и поэтому, допустим, у нас у одного рекоператора уже существовала своя схема, своя система, да, в которой они работали, электронная модель. Они уже потом оттуда выгружают свои данные в эту общереспубликанскую. Соответственно, здесь есть моменты, где можно плавно обходить неудобные вещи или там повторять. Надо сравнивать факт и что есть в электронной модели. Я думаю, что здесь тоже есть над чем подумать. С начала прошлого года в России произошел запуск мусорной реформы. Как вы оцениваете на сегодня, на сентябрь 2020 года, основные, главные результаты? Мы видим, что вот в прошлом году у нас, в принципе, есть инвесторы, которые бы хотели вкладываться, да, в этот мусорный бизнес, который мы могли бы уже поднять на более высокий, новый качественный уровень. К сожалению, здесь у нас есть небольшие трения там, внутри рекоператоров, да, среди учредителей. Постоянно вот эта вот борьба, эти мусорные войны, свидетелями которых мы были в прошлом году и в этом году тоже. И там череда уголовных дел. И, в принципе, поэтому у нас немножечко все приторможено. И хотелось бы, конечно, более активную позицию Министерства экологии в этом плане, потому что Ради Фаридович еще в начале прошлого года говорил, что дайте мне план, план, дорожную карту перехода на раздельный сбор. Мы этого еще не увидели. Многие регионы уже приняли свои программы перехода на раздельный сбор, свои нормативно-правовые базы. И как раз-таки вот вторсырье – это же самая интересная вещь в ВФ. Это, да, если мы его раздельно собираем, оно и стоит, и оно и более ликвидно считается. Поэтому здесь какие-то регионы пошли, вот взять нашу дружественную страну Беларусь, у них есть рекоператор, который вывозит все, что нельзя сортировать. Есть отдельный оператор, который такой же региональный оператор по вторсырью, да, который вторсырьем занимается. Поэтому здесь вот как раз в этом направлении надо работать. Есть институт расширенной ответственности производителей, куда есть экологический сбор, да, мы же покупаем какой-то товар, и в цене уже сидит экологический сбор. То есть эти деньги можно пустить, чтобы
ту же заготовительную сеть стимулировать, чтобы цены на закуп на вторсырье были высокие, да, или можно субсидировать государством. Тогда мы не найдем ни одной пластиковой бутылки пустой. Да? У нас определенный контингент, который возле мусора крутится. Мы не найдем мусора, мы не найдем свалки, их просто разберут. Мурат, со своей стороны ОНФ какую поддержку готов оказать, да, и какие предложения, может, вы формируете в ближайшие действия? Мы запросили тарифные планы, производственные программы рекоператоров, да, посмотреть, тщательно разобрать их транспортную составляющую. По схеме, которая была принята в конце прошлого года и вступила в силу, по-моему, в апреле этого года, у нас тоже есть большие вопросы. И вплоть до вообще ее оспаривания в суде, потому что у нас есть эксперты, которые, в принципе, готовы этим заниматься. И у нас УФАС, наконец-то, вот в этом году такую активную позицию по этому вопросу тоже занял. И природоохранная прокуратура видит, что за год сильно ничего не поменялось, и безобразие как было, так и есть. Ну и, конечно же, наши потребители, наши услуги, да, операторов, видят, что цены, в принципе, поднялись. Качество услуги сильно не выросло. Да? Если мы плавно, постепенно меняем контейнерный парк, транспорт у нас появляется новый, но, к сожалению, мы видим ежедневно, становимся свидетелями переполненных контейнерных площадок и всего прочего, из этого вытекающее такое антисанитарное состояние. В принципе, мы-то и были как раз теми, значит, мы первыми об этом заговорили, что у нас те нормы накопления, которые были приняты до реформы и которые должны были стать основой, значит, высчитывания тарифа платежей населения, были завышены, да, и несправедливы, если взять все население, несправедливы для всех. Поэтому как раз с приходом нового главы республики он своим волевым решением эти нормы накопления практически в 2 раза урезал. Иначе мы бы платили с вами не 70 рублей, а 160, 210 примерно. Вот в этом диапазоне был платеж. Мы с помощью главы республики это смогли сделать. Поэтому в рамках 70 рублей, я думаю, что мы можем и дальше продолжать. Есть инвесторы, которые готовы в инфраструктуру вкладываться. Но региональные операторы здесь очень ревниво относятся к сторонним игрокам, потому что их задача, как любого бизнеса, его как максимально монополизировать. Ну, это очень дискуссионный вопрос. Монополизация рынка. Вас прервать, потому что у нас закончилось время. Мы поняли, что ОНФ открыт к дискуссии, мы готовы представить свои проекты, так? Конечно. Спасибо большое, Мурат. С нами сегодня был Мурат Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан. Мы обсуждали тему вывоз мусора, тема очень животрепещущая, будем за ней следить. Оставайтесь на БСТ.